В местечке Алешино, это Сыктывкар, сегодня открыта первая ледовая переправа. Ей будут пользоваться жители заречных поселков Сыктывкар и Трехозерка. 2 недели люди были буквально отрезаны от большой земли. Теплая погода тому причина. Нужную толщину льда 12 сантиметров долгое время не получалось наморозить, а вот в других муниципалитетах и Коми ситуация пока хуже. Практически повсеместно полыни, нечего и намораживать. Всего же этой зимой надо обеспечить 90 пешеходных и автомобильных ледовых переправ. Впрочем, совсем без связи жители не оставляют спасатели. Дежурят и при необходимости обеспечивают работу экстренных служб. Константин Куратов выехал на берег Вычегды. Морозная погода стала для жителей столичных поселков Сыктывкар и Трехозерка настоящим подарком. Коммунальные службы наконец-то смогли наморозить нужную толщину переправы. Для этого полосу шириной в 100 метров обильно поливали водой. Естественным путем такой лед пришлось бы ждать еще минимум неделю. Забурено 12 лунок, по 6 с каждой стороны, с верховой стороны и низовой стороны по течению пешеходной переправы. Толщина льда от 15 до 23 сантиметров, что соответствует предъявляемым требованиям для оборудования пешеходной переправы. Переправа на сегодняшний день безопасна. Теперь лед крепок и по самой пешеходной дорожке, и на ширину в 50 метров по обеим сторонам, как и требуется. Дальше не проверяли. Чтобы в темное время суток и в метель люди не потеряли нужного направления, дорожка обозначена высокими вешками. По всей длине переправы постелены деревянные мостки, а спуски и подъемы на берег оборудованы перилами. Есть у объекта и своя обслуживающая организация. Детский сад, слава богу, у нас есть. Магазины, слава богу, есть. Продукты какие-то перевозили, какие нужны, необходимые, молоко, хлеб. Выжили нормально. Привыкли уже, можно сказать. Удобненько, и с детьми в больницу надо, и что-то вот анализы сдать. То есть у нас ничего такого там нет. Поэтому приходилось ждать. Ждали. Обычно отрезанными от большой земли поселки Сыктывкар и Трехозерка бывает лишь дня на 3, говорят жители. В этом году дорогу ждали больше 2 недель. Тем, кто работает в городе, пришлось взять справку об отсутствии переправы или выйти в неоплачиваемый отпуск. Необходимые продукты в Заречье были завезены заранее. В поселке дежурили медики. Проблем не было. Позвонили. Выходной день был, в город позвонили, перезвонили сюда. В течение 10 минут приехала. Оказана была помощь быстро. Городская скорая дежурит у нас там в такие вот моменты, вот весной и осенью. Несанкционированных выходов на лед, говорят спасатели, зафиксировано не было, как и происшествий на воде. А вот в самом поселке понадобилась и помощь полиции, пожарных, врачей. Приходилось перевозить и больных. Катер на воздушной подушке во время становления льда незаменим. Вот по воде идешь, поднимается водяной пар такой, он попадает на винт и замерзает. Создается дисбаланс. С этим мы тоже сейчас в этом году научились справляться. Антизамерзающую жидкость такую наносим, и при помощи этой жидкости кое-как справляемся. Все равно намерзает, но меньше, гораздо, на 2 поездки хватает одное нанесение. Стекла мы так очищаем, отогреваем, а винт — это рабочий агрегат, толкает, и когда он намерзает, там же создается дисбаланс, вибрация появляется, мощность теряется. По прогнозам инспекторов ГИМС, открыть автомобильную ледовую переправу можно будет не раньше, чем через 2 недели. Для этого наморозить предстоит минимум 45 сантиметров. Идут синоптики, увы, снова говорят об оттепели. Значит, предварительные сроки могут сдвинуться. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.